Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы сегодня очень рады открывать наш семинар, который посвящен документам, регламентирующим деятельность дошкольной образовательной организации с 2021 года. Цель сегодняшнего нашего семинара – это познакомить все сообщество специалистов системы дошкольного образования с теми новыми документами, которые непосредственно вышли в 2021 году. И, безусловно, самым главным, наверное, документом, который является сегодня и представляет для всех для нас интерес, это постановление главного государственного санитарного врача, санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения. И сегодня эту тему достаточно интересную, важную, наверное, для всех, для нас, будет освещать Татьяна Анатольевна Винницкая, главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Коми. Я думаю, что сегодняшний семинар достаточно будет интересен для всех, в том числе для всех, кто к нам подключился. Мы вас всех приветствуем, желаем вам хорошей плодотворной работы. Я думаю, что система онлайн-подключения – это система, которая уже работает у нас давно в Республике Коми. Вы можете задавать свои вопросы, пожелания, предложения через чат. Я думаю, что Татьяна Анатольевна, видя эти вопросы, может на них ответить здесь и сейчас. Поэтому всем вам еще раз желаю хорошего просмотра, хорошего настроения, рассмотреть те волнующие, интересующие вопросы, которые связаны с этой тематикой в рамках работы этого семинара. Еще раз представляю Татьяну Анатольевну, передаю ей слово, и мы начинаем наш семинар. Хорошо. Все можно. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы сегодня поговорим о новых документах в санитарном законодательстве. До 1 января 2021 года вышли два основных документа. Я бы хотела вернуться еще к одному документу, который вы уже рассматривали. Это санитарное правило 2.4.3648.20 требования к организации воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Это основное санитарное правило, которое регламентирует деятельность всех учреждений для детей и подростков. Второй документ, который вышел до Нового года, это санитарное требования к организации общественного питания населения. Это Санпин 2.3/2.4.3590-20. Эти требования регламентируют организацию питания во всех видах детских коллективов. Кроме того, с 1 марта начали действовать новые санитарные правила. Это Санпин 1.2.368521 гигиенические нормативы требования к обеспечению безопасности или безвредности для человека факторов среды обитания. Этот документ очень интересный, но, правда, он очень объемный, в нем где-то 500 страниц, где приложением являются таблицы к организации оборудования пищеблоков школ и дошкольных организаций. Кроме того, сегодня уже опубликованы новые документы. Документы – это методические рекомендации к организации общественного питания населения М.2.3.6.0233.21. В этих методических рекомендациях уже детально расписаны многие вещи, которые не заложены в санитарных правилах. И не надо забывать, что на сегодня еще работают санитарные правила 3598-20. Это санитарное требование к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций в период ковида. То есть вот что на сегодня работает. Эти документы мы указываем в своих распоряжениях, когда идем проверять дошкольные организации. Ну что, по учреждениям, к санитарным правилам по общественному питанию населения. Тут различные виды питания, питание в общественных предприятиях
питание в кейтеринговых организациях, питание в различных видах, но нас интересует на сегодня организации детские. Что тут интересного? Первое, что в соответствии с этими санитарными правилами проводится контроль внутренней организации питания, контроль за выходом готовой продукции по принципу ХАСП. Что такое принцип ХАСП? Это определение критических точек и проведение определенных мероприятий по контролю за приготовлением и качеством готовой продукции. Программа ХАСП, она непростая. Для этого необходима определенная учеба, и программа должна быть разработана специалистом. Вот это первое новое, что появляется в санитарных правилах. Кроме того, в санитарных правилах по организации воспитания и обучения тоже остается требование по организации производственного контроля для организации детей и подростков. Что туда включается? Туда включаются тоже критические точки, это освещение и микроклимат. По формированию организации по рационам питания детей. При формировании рациона в первую очередь, и мы всегда говорили, самое главное, это профессионально составленное меню. Меню составляется по тем требованиям, которые указаны в приложении. Обязательно входит название блюда, номер рецептуры, по которому приготовлено это блюдо, выход, который указан в технологической карточке. И эти требования обязательно должны быть изложены в примерном меню. Примерное меню утверждает руководитель образовательной организации с тем требованием, что, допустим, сегодня весенне-летний период начинает работать, и после лета осенне-зимний период. Это в зависимости от овощей и салатов, которые можно приготовить и указать в меню. В детских коллективах должен быть обязательно список детей, которые нуждаются в индивидуальном или лечебном питании. То есть если какие-то блюда исключены, ну, допустим, детям нельзя апельсины, блюда из яиц, то список этих детей указывается, и обязательно указываются блюда, примерное меню для тех детей, которые будут питаться на этом индивидуальном питании. Ну, допустим, если омлет исключен для этих детей, то что будет предложено этим детям? Каша или какое-то блюдо, оно должно быть специально содержаться в меню, где будет указано, для кого оно составлено. При основных распределении питания 12 часов пребывания возможна организация как отдельного полдника, так и уплотненного полдника с включением блюд ужина и распределением калорийности 30% на этот уплотненный полдник. То есть это повторяется снова в санитарных правилах. По нормативам есть приложение, где указаны среднесуточные нормативы продуктов питания, которые необходимо ребенку получить за день. На период летнего отдыха предлагается санитарными правилами увеличивать на 10% калорийность в день. Допускается производить замену отдельных видов пищевой продукции в соответствии с требованиями, которые указаны санитарными правилами. По новым санитарным правилам не допускается отклонение от примерного меню ни в коей степени, только если какие-то форс-мажорные обстоятельства. Это указано в пункте 8.1.4, что меню разрабатывается, и меню питания детей осуществляется в строгом соответствии с примерным меню. Вольности тут уже не допускаются. Если примерное меню не соблюдается, то тогда в бракеражном журнале указывается причина срыва этого меню или каким продуктом оно заменяется. Это указывается обязательно в бракеражном журнале. Меню можно корректировать с учетом каких-то особенностей. Может быть, какие-то блюда не пойдут, какие вы предлагаете детям. Тогда меню снова
переписывается, снова пересогласовывается руководителем и имеет официальный характер, с которым можно ознакомиться и родителям, и проверяющим организациям, и по этому меню вы работаете. По витаминизации, значит, допускается и приветствуется дополнительная витаминизация дополнительными витаминами, но они должны быть использоваться в соответствии с инструкциями. Вот. И дополнительно сразу предлагается, что должна использоваться соль поваренная и йодирование при приготовлении блюд и кулинарных изделий. По брокеражу в новых санитарных правилах не указывается обязательно слово брокераж отсутствует, но в пункте 8.2.2 написано, что выдача детям рационов питания осуществляется в соответствии с утвержденным меню под контролем ответственных лиц. То есть не может один человек, допустим, заведующая, писать в брокеражном журнале, что проба снята, разрешается раздача. Это должно быть группа лиц, не менее 2, которые друг друга проверяют и контролируют. Им должны быть записи в отдельном журнале. И я думаю, что резонно продлить ведение брокеражного журнала, где будут продолжаться записи. Но брокераж – это по старому и по новому снятие проб ответственными лицами, он проводится постоянно на каждой раздаче. В организации в целях контроля за качеством и безопасностью должна отбираться суточная проба, которая хранится не менее 48 часов. Проба отбирается в объеме не меньше 100 грамм. Если это порционное блюдо, допустим, котлета, то она отбирается полной порции. Блюда хранятся в отдельных стерильных баночках, в отдельном холодильнике или на отдельной полке, хранятся, еще раз повторяю, 48 часов при температуре плюс 2, плюс 6 градусов. В организации ассортименты, значит, по дошкольным организациям ассортимент указан в приложении к этим санитарным правилам, и там же указаны среднесуточные наборы продуктов. По питьевому режиму. Питьевой режим в основном в дошкольных организациях осуществляется 2 путями. Это первое – это бутилированная вода, и второе – это вода кипяченая. В этих санитарных правилах указано, как использовать кипяченую воду, что ее надо кипятить не менее 3-5 минут и хранить не более 3 часов. Для того, чтобы контролировать время реализации кипяченой воды, надо указывать на бирочке время разлива этой воды. Допускается использование кулеров. Вот. Но и как их использовать, упакованной воды промышленного производства, указано в санитарных правилах. На что надо обратить внимание, что обязательно сопровождаются документами, подтверждающими происхождение. И мы требуем обязательно время открытия тары, потому что различные фирмы, которые проводят бутилированную воду, время реализации с момента вскрытия различное. И обязательно должна проводиться мойка кулера и самого вот этого аппарата, который производит дозировку воды. По контролю обязательно журналы какие необходимы. Это журнал контроля за температурой холодильного оборудования. Для контроля соблюдения хранения пищевой продукции необходимо использовать термометр, расположенный внутри холодильного оборудования. Результаты контроля ежедневно вносятся в журнал. Рекомендуемая форма указана в санитарных правилах. Если проводится доставка продуктов из другого пищеблока и в контейнерах, для этого обязательно должна быть документация, подтверждающая дату, время, наименование учреждения, изготовления и время доставки готового блюда.
это сопровождается обязательно необходимыми сопроводительными документами. Если это контейнера, то в обоих предприятиях, которые производят и которые принимают контейнера с готовой продукцией, должны быть помещения для мытья обменной тары. Вот как бы оно и все вот эти основные требования, которые изложены, они очень сжаты, они очень уменьшены по сравнению с теми санитарными правилами, которые были раньше для организации детей. Поэтому я еще раз вернусь к методическим рекомендациям, которые на сегодня введены в действие. Они опубликованы на сегодня на сайте Роспотребнадзора. Называется, я возвращаюсь к ним, это санитарное правило для организации общественного питания. В новых санитарных правилах мы не видим регламента по обработке, допустим, яиц, по требованию к снятию суточных проб и прочие требования. Эти все требования изложены вот в методических рекомендациях. Очень интересное требование. Тут требования по маркировке, к посуде, к таре, как маркировка используется, как моются яйца, как проводится снятие суточных проб, как проводится мытье оборудования. Все тут в этих методических рекомендациях изложено. На мой взгляд, это повторение наших правил, которое было изложено по пунктам, как хранится хлеб, как используется молочная продукция. Поэтому в каждом учреждении, кроме санитарных правил к общественному питанию, должны быть обязательно эти рекомендации. Вот кратко все о тех документах, которые на сегодня работают. Жду ваших вопросов. Угу. Так, здравствуйте, по вопросам. Проверки идут и заканчиваются. Какие замечания? Замечания в основном идут какие? Очень жестко по новым санитарным правилам, но это касается городских школ. Требуется норматив площади на одного ребенка. Это 2,5 квадрата на детей ясельного возраста и 2 квадратных метра для дошкольной группы. Этот норматив сохранился по организациям дошкольным города Сыктывкара. Это очень актуально. Вопросы по условиям хранения. На сегодня в санитарных правилах, надо сказать, условий хранения не указано, какие условия для хранения овощей и фруктов. Это все очень жестко прописано в технических регламентах. И по хранению больше всего сейчас вызывает вопросы, это хранение овощей и фруктов. Ну, допустим, свекла хранится при температуре не выше +4, капуста не выше +3, картофель не выше +6. Дошкольные организации не могут создать эти условия для хранения овощей и фруктов. Поэтому это нарушение технических регламентов, которые выставляет сам себе производитель. Ну, допустим, я произвожу свеклу, и я гарантирую ее сохранение качества только при температуре до +5. И поэтому
Организации, которые приобретают эту продукцию, они не имеют права нарушать требования, которые, значит, высказал производитель, закрепил это документами, поэтому основное требование вот у нас по садикам – нарушение условий хранения. Второе, что не соблюдается, это на сегодня тоже по техническим регламентам очень жестко стоит требование по хранению молочной продукции. Молочная продукция на сегодня хранится по техрегламенту и по условиям, которые дают производители, +2, +4. И поэтому температура +6, +8 – это является грубейшим нарушением условий хранения. Это нарушение технического регламента. Штрафы по техническому регламенту, самый маленький отчет идет 20 тысяч. То есть вот это как бы вот основные, более жесткие документы, да, по которым мы наказываем. Но требования по организации проветривания, по состоянию окон, по состоянию стен, полов, это тоже сохранилось в санитарных правилах, и замечания такие идут. Нужно ли создавать брокеражную комиссию? Но видите, в санитарных правилах слово «брокеражная комиссия», оно ушло, но осталось слово «ответственные лица». Поэтому если на начало года, на начало учебного года есть приказ о создании брокеражной комиссии, мы считаем, что это и есть те ответственные лица, которые закреплены санитарным правилом. Поэтому если она создана, то она работает как брокеражная комиссия. Если она не создана, то должны быть обязательно приказ по выделению ответственных лиц, которые будут отвечать за брокераж и за отпуск готовой продукции. Закаленное стекло. Санитарными правилами, которые были до того, стекло вообще не использовалось. Почему? Потому что оно очень легко бьется, мелкие осколки, и в дошкольной организации не используются. Лучше всего, конечно, фаянс и фарфор. Надо ли менять санэпидзаключение в связи с введением новых санпинов? Нет, не надо. Заключение меняется только в двух случаях. Если вы изменили название или у вас изменился адрес. Для изготовления кулинарных изделий необходим стол с деревянной столешницей. Можно ли использовать доску разделочную вместо стола? В основном это требование деревянной столешницы используется для выпечных изделий. Для разделки сырой продукции это обычные металлические столы. Поэтому доска, но если это раскатка теста, то должна быть, конечно, доска того размера, который и стол. Поэтому, конечно, удобнее стол с деревянной столешницей, но если его нет, то возможно использовать и доску. Какие требования по программе производственного контроля? Программа производственного контроля – это то, как в ХАСПе, что влияет на состояние здоровья детей в дошкольной организации. Это освещение, это микроклимат в первую очередь. Поэтому в программе производственного контроля инструментальный контроль – это замеры освещения и замеры микроклимата. Кроме того, это очень большая в программе будет текстовая часть, где вы будете описывать, что вы будете контролировать. То есть состояние освещения ведь не только замеры, это состояние работы ламп, микроклимат – это наличие термометров, контроль за проветриванием. То есть это все будет в программе производственного контроля. Мы обещали Министерству образования разработать новую программу для помощи тем, кто будет ее составлять. Так, что у нас еще? Мытье игрушек. Мытье игрушек. Требования, они остались в санитарных правилах для воспитания и обучения. Мыть в комнате для умывания. Но в чем его мыть? То есть должны быть обязательно тазы. Тазы, но на сегодня наши эпидемиологи смотрят. Если таз, допустим, объемом в 5 литров, то наши игрушки современно туда не войдут. Поэтому должны быть специально выделенные ванны, которые будут подписаны, которые, конечно, можно мыть в помещениях для умывания в ванной, куда будет ставиться это и ополаскиваться. Можно ли вносить изменения в режим питания детей в дошкольной организации?
Не очень поняла вопрос. Изменения в режим питания. Режим питания, он у вас утверждается на начало года. Это режим вообще работы дошкольного, режим работы группы, и туда же включается режим питания. Наверное, можно. Одноразовые насадки на унитазы. Что это надо сказать? Одноразовые насадки на унитазы – это вещь индивидуального использования. Поэтому их предлагают использовать в основном для центров развития, для групп ухода и присмотра. Но для дошкольной организации, солидной организации, должно быть просто сиденье на унитазе, которые регулярно моются. Поэтому внимательно читайте санитарные правила, где одноразовые индивидуальные вот эти сиденья используются только в группах ухода и присмотра. В обычной дошкольной организации не используются. Можно включать витаминизированные напитки, кисели, предлагаемые производителями, но это только с разрешения родителей, потому что очень много детей, которые дают неожиданные реакции на эти витаминизированные напитки. Если насадки, нет. Если в туалете есть сиденье для унитаза, то не надо иметь индивидуальные насадки. Вот это сиденье пластмассовое для унитаза, его просто обрабатывают. Но если это группа присмотра и ухода, то каждый ребенок имеет свое или сиденье, или индивидуальное сиденье на унитазе. Сколько дней ребенок может отсутствовать по домашней причине? Не регламентировано санитарными правилами. На сегодня мы ждем дополнительные документы. Мы написали в федеральную службу, что это очень мешает работе дошкольных организаций, чтобы установили регламент. Я думаю, что в любое время должны документы эти появиться. Учитываться ли площадь спален при формировании списочного состава? В первую очередь учитываться площадь игровой. В первую очередь. Но если площадь спален, она, правда, меньше, да, 1,8, но она тоже учитывается при формировании списочного состава. Но в первую очередь очень большой, чисто математически это большая площадь для ребенка в групповой, поэтому мы в первую очередь учитываем игровую, но и площадь спален тоже. Ну вот как в санитарных правилах написано. По витаминам вопрос. Для дополнительного обогащения рациона питания детей в эндемичных районах допускается использовать пищевую продукцию промышленного выпуска. Это и есть эти кисели различные, витаминизированные напитки промышленного выпуска. Витамины напитки готовятся в соответствии с прилагаемыми инструкциями. Замена поливитаминами не допускается. В целях профилактики используется соль. То есть это все, что написано. Но по опыту и по жалобам родителей, конечно, вот вопрос, надо получать разрешение от родителей. Возможно, некоторые даже дети чешутся и получают кожную реакцию просто на апельсины, когда витаминов С много. А когда витамин С, он вообще концентрированный промышленное производство, может быть какая-то реакция. Поэтому дети должны быть обязательно об этом знать. Как хранить уборочный инвентарь, если площадь туалета... Но традиционно уборочный инвентарь хранится не по углам, не в ванной, не
не на полу, он хранится обязательно в шкафах. На сегодня хозяйственные шкафы для хранения уборочного инвентаря настолько разные модификации. Они есть узкие, как пенал, есть широкие, но такие узкие. То есть различные модификации. Лучше всего и правильнее хранить уборочный инвентарь в специальных шкафах. Можно ли на ужин омлет? Ну, понимаете, как бы питание складывается традиционно. Омлет, он возможен, но это не блюдо ужина, это блюдо завтрака. Оно, во-первых, более такое легкое. Оно традиционно, яйца идут на утро, поэтому я считаю, что лучше всего омлет, конечно, использовать в утреннем приеме пищи. Как организовать питание детей с атопическим дерматитом? Это надо у ребенка спросить справку. Если у ребенка есть рекомендации от врача, где написано, что специальное питание, то тогда дошкольной организации надо сотрудничать уже с диетической сестрой или с диетврачом, который разработает специальное меню для детей с атопическим дерматитом. Если в справке от доктора указано исключить какие-то блюда или какие-то продукты, тогда дошкольной организации легче всего вместо тех блюд и вместо тех продуктов, которые запрещены справкой доктора, но еще раз подчеркну, не просто так, что вот пришел родитель и сказал, только медицинским документом. Тогда это проще, когда исключаются вот эти продукты и блюда, и включается новое. Но это обязательно под именем, допустим, Иванов Петя, у него будет вот это отдельное меню, как оно очень похоже на меню для организованной организации, но с исключением каких-то блюд или продуктов. Каким образом обработать спортивный инвентарь, в каком помещении? При спортивных залах, практически во всех, имеется вспомогательное помещение. Вспомогательное помещение, если это переоборудованный спортивный зал, то там есть бывшая туалетная комната, где обрабатывается спортивный инвентарь. Если такого помещения нет, то руководитель должен продумать, какое помещение будет закреплено для спортивного зала, где будут собираться все кружки эти, круги или какие-то там инвентарь, где будет обрабатываться. Это должно быть отдельное помещение, но решать его вам с руководителем учреждения. Если в садах нет диетической сестры, то каким образом решать? Значит, надо выходить на поликлинику. В поликлинике обычно есть или санитарная фельдшера, или санитарные врачи, которые вам подскажут, куда выйти. Или это связь, может быть, даже с ЦРБ или с больницей, куда обращаться при таком диагнозе. Но я думаю, что тут вопрос первый. Что пишет поликлиника по этому ребенку? Что она пишет? Исключается продукт, исключается блюдо или вообще пишут, значит, показано специальное разработанное меню. Если такая формулировка есть, то надо идти уже в поликлинику. Тут надо смотреть рекомендации доктора. По обработке уличных игрушек. Уличные игрушки тоже решаются администрацией. То есть это должно быть отдельное помещение, куда уличные игрушки должны, ну, я так понимаю, что это вот различные лопатки, там машинки уличные, они, конечно, должны тоже обрабатываться. Это должно быть обязательно какое-то помещение, где будет установлена или ванна, или душ под дом, куда эти игрушки будут приноситься и обрабатываться. Приготовление кислородных коктейлей. Я так понимаю, что вопросы это медицинского содержания. И если в лицензии на медицинскую деятельность, ведь где их готовить будут? Ведь их будут готовить не в группах. Вся эта процедура сосредоточится в медицинском кабинете. А в медицинском кабинете есть на это разрешение? В медицинский кабинет можно проводить только те вещи, которые указаны в лицензии на медицинскую деятельность. Это амбулаторный прием, это прививочная работа, это диспансеризация детей.
А вот приготовление пищевых продуктов ни в одном медицинском кабинете не отсутствует лицензии. Поэтому, на мой взгляд, коктейли это проводить в медицинском кабинете нельзя. Можно ли, можно ли давать колбасную продукцию из курицы? Колбасная продукция для использования детей должна иметь обязательно назначение, должно быть слово «детское», потому что вообще на сегодня, даже по школам, я вам скажу, на сегодня мы работаем по поручению президента, проверяем организацию питания школьников. Так вот, первое требование, которое высказывают академики и правительство, это максимально исключить колбасную продукцию из питания школьников. Поэтому что говорить тогда о колбасной продукции для дошкольников? Мы категорически против колбасной продукции. Там много очень тех вещей, которые ребенок не должен получать. Достаточно того, что он это ест дома. Поэтому я считаю, что колбасной продукции не должно быть ни в коем случае. Нужно подписывать постельные принадлежности, потому что они закрепляются за ребенком. Оладушки и блинчики – это те блюда, которые жарятся. На сегодня жареная продукция для детей не допускается. Поэтому я не видела питания оладушек на сегодня. Сколько проверяла сады, оладушек как-то в меню нет. Печень куриная. Но печень куриную давайте посмотрим по тем продуктам, которые запрещены. Есть приложение. Что запрещено? Сейчас я вам найду и прочитаю. Значит, запрещены субпродукты, кроме печени, языка и сердца. Поэтому печень допускается. Проветривание. Ну, проветривание, можно вернуться к старому Санпину, который написано, что сквозное проветривание через туалет не допускается. И температура при проветривании не должна опускаться ниже 15 градусов. Для того, чтобы когда окна закрыли, эта температура нормализовалась. Можно ли инициировать вопрос по введению должности диет-сестры в Сыктывкаре? Конечно, это нужно, потому что на сегодня ежегодно увеличивается количество детей, где требуется отдельное меню, индивидуальное питание и вообще разработка каких-то вещей. Поэтому, конечно, это же нужно. С уходом диет-сестр по садикам вопрос по питанию вообще провис. Поэтому я считаю, что это обязательно надо. При какой температуре воздуха разрешаются прогулки? Это вот, на мой взгляд, это уже требование тех правил, о которых мы говорили. Требования к факторам среды обитания. Они указывают на сегодня те температуры, при которых возможно проводить. Так, по климатической, физическая культура. Кстати, в этом Санпине,
факторы среды обитания. Очень интересные таблицы приведены по шкале трудности предметов, по длительности занятий, в зависимости от возраста. Дальше идет проветривание помещений. И вот тут указаны температуры, при которых проводятся занятия физической культуры для детей до 12 лет и старше 12 лет по зависимости от климата. Вот. Но в основном надо сказать, что санитарное правило в последнее очень много вопросов подается нотку по руководителю образовательной организации, которая своими решениями, распоряжениями, приказами решает все вопросы по прогулкам и по температуре, которые необходимы. Нужна ли С-витаминизация третьего блюда? Но она прописана в санитарных правилах, потому что мы северный регион, и она необходима. Но только в зависимости от того, каким витамином вы будете пользоваться, это решение родителей. Главное, чтобы не навредить. Можно ли выпустить примерное меню для дошкольных организаций? Очень много примерных меню, которые в различных в интернете есть, и с колоражем, и совместимостью. Еще раз по одноразовым подкладкам на унитазы. Значит, еще раз повторяю, что одноразовые индивидуальные накладки на унитазы, они в учреждениях присмотра и ухода, они в центрах развития. Но если это типовой туалет и нормальные унитазы, которые рассчитаны по количеству детей, то там достаточно пластмассовых накладок, которые периодически обрабатываются. Двери для кабинки в туалете, они идут со старшего, по-моему, возраста, но они не закрываются, и они прикрываются, кабинки. Если не позволяет площадь, но если кабинка есть, то дверь, ну, не знаю, ну, какой-то вариант такой должен быть, ну, имитация двери хотя бы так, чтобы ребенок в подготовительной группе не стеснялся. Должна быть обязательно дверка. По оборудованию туалетов. Сейчас вот там открою. Оборудование туалетов. Вот опять вернусь к Санпину по среде обитания. Тут идут требования к установке санитарных приборов в туалетах дошкольных организаций. Что должно быть? Значит, детям до 3 лет. Это обязательно, значит, ну, горшки, умывальники. Идет одна раковина на 5 детей, унитаз, поддон с душевой насадкой и умывальник для персонала. Для детей до 3 лет, с 3 лет до 7 лет. Нормативы читаю, это то, что утвердила Москва. Унитазы – это один унитаз на 5 детей, умывальники один крат на 5 детей и обязательно один умывальник для персонала. Это требование, которое указано в санитарных правилах. Поэтому, если нет раковины для мытья рук сотрудников групповых, то должно быть обязательно она установлена. Распространяются ли новые санитарные правила на сады, построенные в 60-е годы? Распространяются, но в правилах начинается санитарное правило для воспитания, обучения, отдыха, оздоровления детей и молодежи. Начинается вот с чего. Есть пункт.
Пункт 1 и 3. Вот запишите. Зачитываю. Объекты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу указанных правил, а также объекты на стадии строительства и реконструкции, эксплуатируются в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой они были построены, при условии обеспечения доступности услуг оказывающими субъектами. Поэтому учреждения, которые построены в 60-е годы, они будут работать по санитарным правилам, но в соответствии с проектом, по которому они построены. Проект должен доказать, что те помещения так и были построены. Поэтому если вы построены по старым правилам, и не все у вас оборудовано, и не все площади соблюдаются, как положено по Санпину, то ничего страшного. Для этого показывается проект, по которому вы построили. Унитаз для персонала должен быть в группе, да. Я вам зачитала санитарное правило для среде обитания, что если есть возможность, унитаз для персонала в группе, по санитарным правилам, давайте еще раз вернемся к Санпину по обитанию сейчас. Так, в санитарных правилах, которые вот новое по среде обитания, значит, санитарные узлы для персонала. В группе. Раньше я вот не вижу, я еще не совсем тоже этот Санпин новый, который вступил с 1 марта, знаю. Раньше унитазы для персонала были обязательны для ясельных групп, чтобы сотрудник не уходил. Но пока я в этом не вижу. Посмотрю, запишу, отвечу. В детском саду одна разновозрастная группа для детей от 2 лет и старше. Располагается на 2 этаже. Теплее и площадь больше. Туалет соответствует для детей. Не поняла вопрос в чем. И туалет соответствует требованиям до 3 лет. В групповом помещении можно выращивать домашние цветы, но так, чтобы они не мешали освещению. Уже договаривались, что на окнах они не будут, они будут стоять в уголках, которые будут просто украшать групповую. Можно ли размещать группу до 3 лет на 2 этаже с согласия родителей? Ну, а как выводить их на прогулку? Поэтому бессмысленно размещать детей до 3 лет на 2 этажах. С какой периодичностью обрабатываются сиденья для унитаза? С такой же периодичностью, как и моются туалеты. Моются они, значит, когда дети пошли на прогулку, обрабатываются средством, затем в конце дня обрабатываются. Но как бы лучше всего, конечно, 2 раза до обеда и 2 раза после обеда.
Но это в условиях, когда паразитологически группа спокойна. Если идет месячник по профилактике энтеробиоза или в группе находится лямблий, то тут уже инвазионное мероприятие вступает в силу. Это обработка более часто. В группе живые уголки. Живые уголки в смысле аквариумы и хомячки? Нет, не допускается. В группе живые уголки. Они традиционно сейчас выносятся в отдельное помещение, типа какие-то, может быть, ботанический сад, зоологический сад, живой уголок, но это уголок там, где дети постоянно не находятся. По санитарным правилам гибкий шланг вопрос. Что такое смеситель с гибким шлангом? Это очень удобно, и санитарные правила не повторяются уже который раз, что для мойки посуды должно быть обязательно вытаскивающийся такой гибкий шланг, с которым ошпаривается посуда. То есть посуду ведь не положишь под тот рассеивание воды, под которое мы складываем, а шлангом она обрабатывается полностью, поэтому так должно быть. Ну, вот вопрос, можно ли мыть посуду в детском саду моющими средствами, если, допустим, не Ника? Конечно же, можно, но тогда вы должны предоставить те документы, которые допускают мытье, там специальное средство, что допускается мытье столовых и чайных приборов в организациях общественного питания. То есть должно быть доказательство, что это не домашнее моющее средство, допустим, не ферри или не какой-нибудь там лесной ручеек. Должны быть обязательно документы. Поэтому Ника не нравится, покупайте другой, но с теми документами, которые соответствующие. Так, в Санпине 2.10.2, это Санпин, я так понимаю, воспитание и обучение, указано, что в качестве визуальной информации с фиксацией в тетрадь для детей 5-7 лет 5-7 минут. Использование детей до 5 лет не допускается. Если речь идет о просмотре нескольких изображений на проекторе без записи, то допускается ли подобное использование электронных средств обучения для детей дошкольного возраста от 3 до 5 лет? Ну, весь отсчет нормативов идет посредством электронного обучения, это с 5 лет, поэтому в возрасте до 3 до 5 средства, эти СО, не используются. В разновозрастной группе 3 ребенка в возрасте до 3 лет. Можно ли размещать группу на втором этаже? Понимаете, исходит из чего требования? Из более жестких. Даже если там 1 и 2 ребенка в возрасте до 3 лет, то группа только 1 этаж. Меню должно быть 2 сезонов. Это с учетом использования фруктов и овощей. Это осеннее, зимнее и весеннее, летнее.
Маркировка мебели и столов, она идет, маркировка мебели идет в зависимости от роста детей и ГОСТов, которые маркировали всегда. Указана маркировка в Санпине по фактору среды обитания. Она указана, вот я вам сейчас скажу, мебели. Это таблица 6.2 по параметрам мебели и ее маркировки. Указана мебель детская, дошкольная, ученическая. Маркировка осталась та же: черная, белая, оранжевая, фиолетовая, желтая, красная, зеленая и голубой. В зависимости от роста, длины тела и от высоты рабочей поверхности. То есть маркировка она осталась, и она повторяется в Санпине по среде обитания. В Санпине 2013 года определено, что после 1 марта не допускается употребление овощей в свежем виде, капуста для салата. Требования в новом Санпине нет, действительно его нет. Можно ли использовать капусту свежего урожая в салат после 1 марта? Свежий урожай можно использовать. И если идет капуста свежего урожая, конечно, можно. Но надо знать, что надо быть очень осторожным по использованию овощей прошлого года, что было запрещено санпинами 2013 года. На сегодня страну захлестнули заболевания такие, как листериоз и арсениоз, которые связаны с мышами и крысами, которые бегают по складским помещениям и поставщиков, и дошкольных организаций. И очень часто, когда мы берем смывы на Ерсине, мы их обнаруживаем. Мы обнаруживаем даже с овощных складов и овощных цехов дошкольных организаций. Поэтому использовать, на ваш вопрос, надо сказать так, что капусту свежего урожая и другие овощи свежего урожая, конечно, можно, но по урожаям прошлого года, 2020 года, надо быть осторожным и не использовать. Мыло для рук можно закупать просто детское или должно быть антибактериально. Можно просто детское, но использовать дополнительно D-средства индивидуально для детей. Длительность прогулок и дневного сна. Оно сейчас определяется Санпином к среде обитания, по которому я вас постоянно возвращаю. Там указано время сна и время прогулок, которое вот Санпин вступил с 1 марта. Поэтому в режим дня, чтобы его определить, обязательно надо заглянуть в Санпин по среде обитания. Можно ли передвинуть время приема пищи, ужин по Санпину 18:30? Можно ли сделать ужин раньше? Это надо решать с вами, с родителями, потому что очень часто, особенно по городу, мы выходим на жалобы, где родители, которые заканчивают в 18 часов рабочее время, и они добегают до садика только к 18:30, и ребенок поел, допустим, в 17 часов. И жалоб очень много, потому что формально ужин по Санпину должен быть в 18:30. И если вы его передвигаете, то вы делаете или большое неудобство тем, кто поздно заканчивает, или, если не передвигаете, для тех, кто рано заканчивает. Надо решать с родителями, но максимально соблюдая санитарные правила. Режим дня утвержден на начало учебного года. Вносить изменения? Нет, вносить не надо. Заканчиваем год
тем режимом дня, который на сегодня существует, но с нового учебного года режим будет уже с учетом санитарных правил. Руки после использования детского мыла. Если это ясельная группа, то достаточно детского мыла. Антибактериальное мыло, оно более жесткое мыло, оно более сушит. Если это дети подготовительной группы, то они уже, ходя по дошкольной организации в зал, в спортивный зал, музыкальный зал, они будут использовать и специальные D-средства, это антисептики. Можно ли использовать перчатки для мытья посуды? Для помощников воспитателя, да, это вариант, но эти перчатки меняются каждый раз после использования. То есть они не многоразовое использование перчатки, они для одноразового. То есть помыла посуду, все, перчатки выкидываются. Ну, подсказать средства, да, средства для обработки рук надо смотреть документы. Не знаю, не скажу. Можно ли использовать перчатки для мытья посуды? Ну, вопрос уже ответили. Можно. Для кухни обязательно сейчас наличие перчаток, оно требуется санитарными правилами для раздачи. То есть человек, который стоит на раздаче и выдает готовую продукцию, он должен быть только в перчатках. Но перчатки одноразовые. Про витаминизацию вопрос. Используется в основном лучше всего использовать, конечно, промышленного средства для витаминизации. И использовать их по инструкции. Запутались в чем? Не поняла, в чем запутались. Там четко идет инструкция по использованию витаминов. Вопрос, какой санпин вступил с 1 марта? Значит, я к нему неоднократно возвращаюсь. Он должен быть обязательно у вас, и о нем не надо забывать. Оно дополнение к первому санпину, которое вступил в силу с 1 января. Еще раз повторяю. Санпин 1.2.368521. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности,
безвредности для человека факторов среды обитания. Вот в этом санпине нормативы по температуре, нормативы по режиму дня, по длительности сна, по длительности прогулок, по использованию СО. То есть все, что необходимо, все цифры, они заложены в этом санпине. Его, когда откроете, не надо бояться. Он очень толстый, там 500 страниц. Вы заходите сразу до страницы 350, и там начинаются наши таблицы. И эти таблицы идут постоянно, то есть их очень много, там и микроклимат, и температура на улице, при которой занимаются, и очень много, не знаю, тут все основные таблицы, которые раньше были приложением к Санпину 2013 года, они вошли в этот Санпин. Как варится кисель? Ну, это надо смотреть технологическую карточку. Технологическая карта написана, если кисель, он есть у вас в меню, и вы нашли технологию приготовления в пермском сборнике или в каком-то рецептурном сборнике, варите так, как указано в сборнике. Чем плохо брикеты? В брикетах очень много красителей и вкусовых добавок. Поэтому лучше всего использовать кисели, варить по той технологии, которая допускают наши технологические сборники. По витаминизации вопрос. Как ее проводить, контроль, кто проводит. Ну, что вам сказать, что витамин С – это ведь наши БАДы, поэтому это медицинские препараты. Конечно, должны проводить расчет витаминизации, если это витамин С, и проводить витаминизацию медицинским работникам. Поэтому только под контролем медицинского работника журнал он должен быть, то есть когда, в каком объеме проведена витаминизация, оно должно быть. То есть под контролем медика, первый вопрос ваш. И второе, журнал должен быть. Повторяю еще Санпин по среде обитания. Санпин 1.2.3685.21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания. Это там, где все основные таблицы. Вообще этот Санпин содержит в основном только таблицы. По ним работаем мы, это оцениваем состояние воздуха, атмосферного воздуха в зданиях, помещений. Мы оцениваем по этому Санпину уровень освещения, уровень микроклимата, смотрим ваш режим дня по этому Санпину. То есть это основной вот на сегодня документ, который сопровождает первый Санпин, который работает с 1 января. Можно ли включать на ужин сель слабосоленую и кисель? Ну, я не знаю, какое-то сочетание такое. Но если вы найдете в примерном меню такие вещи, и вас родители немножко не задержат в этом, то включайте. Но это не совсем правильно. Сельдь и кисель. Кисель киселем – это вообще блюдо, я бы так сказала, полдника, потому что это десертные блюда. На ужин надо давать более такие, которые утоляют жажду,
третье блюдо, тем более с селедкой. В технологических картах выписано яйцо в граммах, по новому Санпину в штуках. Как перевести в штуки? Вот не знаю, но какая-то есть математическая система перевода. По-моему, яйцо то ли 50 грамм, в зависимости, если это диетическое яйцо, а столовое 30 грамм, но в документах каких-то это есть для перевода из грамм в штуки. Угу. Совместимость продуктов. Но это уже вопросы к диетологам и более высокая материя по совместимости. Поэтому лучше всего использовать примерное меню, которое предлагают разработанные институты, где разработано, что с чем идет. Такой совместимость – это для людей, которые имеют какие-то требования к щадящему режиму питания. Но дети к этой же категории относятся, поэтому только в сборниках и только в примерных меню. Кто должен вести учет рациона питания? Но такого регламента нет, санитарных правил. Это уже не наша компетенция. Кто должен вести учет? Это решается на уровне администрации дошкольной организации. Значит, что такое система ХАСП и что такое производственный контроль? Система ХАСП – это только принципы по контролю за организацией питания и безопасностью осуществления вопросов организации питания. То есть это одна система. И дошкольная организация, я так понимаю, что с 1 сентября это уже будет обязательно. Будет два контроля. Это контроль по системе ХАСП. Это когда находятся критические точки в организации питания, разрабатывается целая система. И второе – это программа производственного контроля. Когда-то они у нас были везде. То есть это старая забытая программа производственного контроля. Это как бы второе. А первое, что новое, это система ХАСП. То есть это совершенно две параллельно ведущие контрольные системы. Должен ли быть в детском саду изолятор для заболевших детей? Ну, это уже как бы с 2013 года должно быть место для того, чтобы ребенка временно изолировать от остальных детей. Это может быть любое приспособленное место, где ребенок может находиться, но это не группа. Может быть, даже кабинет для заведующей, как это предлагалось старыми санитарными правилами.
Чем отличается система ХАСП от программы производственного контроля? И зачитываю, как в общественном питании еще раз написано про ХАСП. Предприятия должны проводить производственный контроль, основанный на принципе ХАСП. То есть это что такое ХАСП? Это сама система, в которой находятся критические точки, которые могут повлиять на состояние приготовления готовой продукции. То есть это условия, сроки хранения, это система приготовления пищи, система раздачи пищи. То есть этому надо учиться. Программа производственного контроля – это немножко другое. То есть это те системы, которые могут повлиять на состояние здоровья детей. Вот еще раз повторю, это система освещения, система микроклимата, система, допустим, воспитания. То есть то, что это системная такая программа. И ее надо вспоминать, потому что существовали требования для составления программы производственного контроля. Сертификаты системы Меркурий, они должны быть распечатаны, потому что продукт сопровождается документом. Но я так понимаю, вопросы закончились, поэтому разрешите с вами попрощаться. Можете звонить, можете спрашивать, письменно обращаться. Ну, а сегодня я с вами прощаюсь. До свидания. Спасибо за внимание.